Вручили премии лучшим журналистам и в Хангаласском районе. Церемония награждения проводится уже в 20-й раз и стала доброй традицией. Все подробности у Виолетты Засимовой. Ежегодно в День российской печати в администрации района чествуют как заслуженных акул-пера, так и начинающих юнкоров, которые на протяжении года проявили себя в деле освещения событий и подачи информации. 2014 год был очень насыщен мероприятиями в нашем районе. Да? Это и Сехаланхо, и спортивные игры, и много различных мероприятий, где журналисты оказали тоже свое участие, принимали активное участие в освещении всех мероприятий, которые у нас проходили. И мы надеемся, что этот год наступивший будет тоже очень насыщенным, и роль журналистов будет тоже очень значима. Премия имени Михаила Дьячковского существует с 2001 года и носит имя одного из известных журналистов своего времени, бывшего директора районной газеты «Ленские маяки», нынче существующей под названием «Хангалас». Мы с ним постоянно спорили о референдумах, о всех выборах, о кандидатурах. Поскольку я спорщик, то я спорила, но правым всегда оказывался он. На торжественном мероприятии присутствовали представители самого отдаленного и труднодоступного села Хангаласского улуса, села Исид. Несмотря на расстояние, юные журналисты постоянно держат улус в курсе о происходящих внутри села событиях. Я пишу статьи про животных, про свое село. Да. После 9 класса я хочу поступить в журналистику и хочу просвещать свое село. Профессия журналиста предполагает не только умение правильно излагать мысли, быть осведомленным во всех происходящих событиях, но и нести ответственность перед гражданами за правдивость и достоверность предоставляемой информации. Виолетта Засимова, Александр Юрков, НВК «Саха», Хангаласский улус.